Всем салем, дорогие друзья! С вами адвокат Таир Насханов. Сегодня мы поговорим о вреде хайпа в соцсетях и его правовых последствиях. Подписывайтесь на мой YouTube канал и ставьте лайк. На днях российский суд приговорил 3 казахстанских пранкеров, граждан нашей страны, к 3,5 годам реального лишения свободы, которые шутки ради в Москве угнали машину. Судью не убедили объяснения про шутку, не растрогали слезы их подруг. Выскажу свое мнение. Этот случай не вызвал у меня сочувствия к осужденным. Это не первый их хайп. И один из них ранее устроил на проспекте Аль-Фараби шахматную игру, чем вызвал затор на оживленной трассе, а другой изображал из себя больного ковидом и кашлял на пассажиров автобуса. Также из подвигов одного из них можно отметить оскорбление на казахском языке теннисиста Новака Джоковича на весь корт в Дубае. Молодцы, ничего не скажешь. Свои незаконные действия они снимали на видео и позже выкладывали в соцсеть. Полагаю, что приговор в соседнем государстве с лишением свободы – это логичное завершение их неразумного поведения. Вполне возможно, что в дальнейшем они могли бы ради прикола сказать, что где-то в самолете заложена бомба или еще что-то в этом роде. В законе нет понятия «шутка», и он должен быть суров к нарушителям закона. Так что соцсети и реальность – это все-таки разные вещи. Если в соцсетях еще где-то возможна безнаказанность, то в настоящей жизни все по-настоящему. И наказание за преступление тоже может быть реальным. Как в случае с казахстанскими пранкерами в Москве, которые, как известно, слезам не верят. На сегодня у меня все. С вами был адвокат Таир Насханов, который рассказал вам про вред хайпажорства в соцсетях. Ставьте лайк, а кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Будет много полезного юридического контента.